почему ты сказал? В общем-то, несколько лет назад, когда она только родилась и не было никакой надежды на то, что мы когда-либо будем говорить, я все время говорила: ничего, она еще будет говорить и будет говорить так, что я все время ей буду говорить: хватит, хватит, молчи уже, молчи. В то время я очень сильно... Ну, то есть на это не было никакой надежды, никаких оснований. Но мечты сбываются. Да. Мечты сбываются, слава Богу. Потому что, хотя путь был очень непростой, я должна сказать, что с Божьей помощью и с помощью некоторых людей я должна, наверное, упомянуть. Начну по порядку. Там есть вопрос о здравоохранении, насколько я помню. Да. Вообще мы все обязаны здравоохранению тем, что мы живы. Даже есть у меня в Фейсбуке друг, который говорит, что он дитя антибиотиков. Но в тот же самый момент здравоохранение это очень... то есть я всегда отделяю чиновников от здравоохранения, от непосредственно врачей, которые работают с людьми. Многим из этих врачей мы должны сказать спасибо и низко поклониться, в том числе и в моем случае я обязана им низко поклониться, потому что я даже не видела в глаза того человека, который сделал моему ребенку операцию, мы теперь слышим. Но это по-настоящему люди, которые от Бога, и они, видимо, в этот момент... Кто-то свыше наделяет их руки таким мастерством, что они способны творить чудеса, мельчайшие, микроскопические, совершенно удивительные. Я всю жизнь жила и никогда не знала о том, что, оказывается, слух – это настолько тонкий, вот слуховой вот этот вот сам аппарат, настолько тонко устроен, что даже глаз не может с ним сравниться. Да. Да, и вот... Оказалось, что все люди вот до этого, живущие с таким диагнозом, они были обречены на глухоту, на немую речь. Когда мы познакомились с одной девушкой, которая первая в Бурятии закончила общую школу, общеобразовательную, будучи абсолютно тотально глухой. Я ждала эту девушку, потому что мне нужен был позитивный пример. Потому что когда я столкнулась с этой бедой, я стала искать людей, которые могли бы мне дать какой-то свет, какую-то надежду. И их не было в Бурятии. И единственная девушка, вот эта вот, она оказалась в Москве. Я ждала ее полгода, и когда летом она приехала, мы абсолютно не знали, и тогда не было Фейсбука, мы не переписывались, у нас не было интернета, но мы сразу бросились друг другу в объятия, и что самое интересное, мы заплакали. Я помню, что вот касаемо здравоохранения, я помню, что когда я пришла с ребенком маленьким, месячным, после больницы к врачам, никто не мог поставить диагноз, потому что у нас не работали просто эти СВП, или как они там называются, приборы. В общем, никакой компьютер не мог нам сделать диагностику. И нам предложили долго ждать. Меня это очень удивило, потому что долго ждать – это потеря времени. И каждый, кто работает с детьми со слухом, они прекрасно, без слуха вернее, они прекрасно знают, чем это обернется. Но негде было сделать диагностику. И, кстати, прошло с тех пор 10 лет, и до сих пор, я так понимаю, несмотря на то, что у нас постоянно устанавливают какие-то оплаченные нацпроектами вот эти дорогие приборы для диагностики, диагностику у нас сделать весьма сложно. Тоже МРТ это стоит больших денег, не всякий может это сделать. И, в общем, я прибегла к такому довольно бурятскому способу. Я пошла к Римпоче Бакше, чтобы спросить у него о своей проблеме. И знаете, что он тогда сказал? Он сказал, да, проблема есть. То есть он поставил диагноз, сказав, что да, у ребенка, скорее всего, действительно, как вы и подозреваете, скорее всего, нет
вот этой вот возможности. Но он сказал одну вещь, немногословно сказал: вам нужно в Москву. Я, выйдя от него, подумала, что в Москву, ну, конечно, в Москву, а куда еще? Но, видимо, человек все-таки действительно является божеством. Ну, то, что мы именуем божеством. То есть он действительно является перерожденцем, потому что все последующее развитие событий показало, что нам действительно нужно в Москву, и только там нам и была дорога. Когда в Минздрав через год мучений, хождений, прошений, писаний заявлений, наконец-то пришло какое-то там письмо о том, что мы можем появиться в Санкт-Петербурге. Я позвонила в Санкт-Петербург, и женщина по фамилии Тихомирова Тихомирова, она очень тихо, мирно меня отбрила. Потом я узнала, что там происходят не очень хорошие вещи, я не буду теперь об этом говорить, наверное, это часто бывает. Но что я хочу сказать, мы бы, наверное, не попали даже в Москву, несмотря на то, что Ринпоче нам сказал туда обращаться. Вернее, мы поехали туда за свой счет, прошли очень дорогое исследование, нужно было много-много претерпеть. Потом оказалось, что мы сделали это в рекордные сроки по сравнению с теми людьми, которые ездили по 2 года. Мы сделали за 26 дней. Но для этого я прямо вот бегала на скорость. Муж бежал в одну сторону с ребенком, а я неслась в разные учреждения медицинские. И вот однажды, даже помню, на такой скорости, что мне пришлось сорвать с какой-то выходящей женщины ее бахилы и забежать, чтобы успеть в институт имени Блохина. Там должны были расшифровать данные. Когда все данные были получены, когда нам сказали, что мы подлежим операции, потому что это очень сложная вещь, нужно, чтобы ребенок подходил, чтобы мотивация родителей была высокая. Оказалось, что мы не можем справиться с одной вещью, мы не можем добиться квоты от Минздрава. Потом, спустя годы, когда у нас мне уже приклеили ярлык героини, что самое-то, ну, в общем, они как-то на медицинской конференции выставили меня на сцену, хотя я пришла просто кабель передать для приезжих москвичей. Оказалось, что я должна была сказать что-то хорошее. И я сказала хорошее, я не стала говорить плохое, и сейчас, в общем, не хочу, но я должна, наверное, все равно говорить правду, потому что потеря времени чревата очень серьезными последствиями. Тогда женщина, которая была специалистом из одного московского учреждения медицинского, она встала и сказала: заметьте, сколько было потеряно времени. Ребенка принесли в 1 месяц, прооперировали только в 2 года и 4 месяца. За это время ребенок мог не отстать в развитии, мог совершенно спокойно отправиться в ясли и в детский сад, без опоздания пойти в школу. Ну, все было бы совершенно как у всех. То есть Алина только услышала 2 года и 4 месяца? Нет, еще полгода отсчитайте. У нас почему-то в то время, вот сейчас, говорят, быстрее настраивают, а в то время была очень сложная какая-то там очередь огромная со всей России, и мы еще полгода сидели в Москве. Короче говоря, около 3 лет мы впервые услышали первый звук. И когда мы его услышали, мы смотрели внимательно, потому что это очень важно, как ребенок себя будет вести. И она засмеялась. Засмеялась, хотя врачи думали, что, наверное, у нас дела пойдут не так уж. И, в общем, из Бурятии, будучи, я вот однажды, смешной помню случай, я зашла к хирургу боком-боком, я хотела что-то спросить и сказала: ну, вы, наверное, нас не помните, много нас таких. Он говорит: нет, таких, как вы, мало, только вы, да еще один мальчик с Чукотки. По всей России? То есть в тот момент, видимо,
азиатские или, ну вот, дети были вот только мы и тот мальчик с Чукотки. Я его, кстати, никогда не видела. То есть ребенок стал на ходу вот учиться? У нас дело пошло, слава Богу. Опять же, не перестаю благодарить очень быстро. Но я, когда благодарю Бога, я не забываю о том, какие инструменты Бог использовал для того, чтобы все это получилось. Когда ничего не получалось, и я вам скажу, кто ходил по чиновникам, тот знает, что это такое. Вячеслав Михайлович Маркаев. Вот он буквально вынес моего ребенка на плечах. То есть я другого слова не подберу, потому что мы очень долго жили в Москве, нам очень долго нужно было, и нам нужно было пробить вот эту вот совершенно глухую стену для того, чтобы была у нас возможность слышать. И что самое интересное, вот эти люди, не врачи, которые нас оперировали, мы их не видели, мы никому ничего не платили, не давали. Не Вячеслав Михайлович, тем более, мы никому ничего не платили, не давали. То есть это большая благодарность. Говорят, что сейчас с этими делами проще, но я хочу сказать одну вещь. Вот буквально на днях у моей подруги умирала подруга, умирала как? Она еще в процессе умирания от рака. Но говорят, что эти вещи можно было бы, что-то можно было сделать, насколько я поняла, но в Иркутске, а не у нас. Но квоты нету, и поэтому придется обойтись. Очень дорогой аппарат. Это очень дорогой аппарат. Вот это дело действительно. Мы держим глухоту, вот я вот образно воспринимаю так, на тонком проводе. Когда этот провод, не дай бог что, в смысле, аппарат глухота срывается с цепи. То есть человек, он слышит только с этой вещью. А вещь очень дорогая, дорогостоящая. Не настолько, что вот эту проблему, в общем-то, государство до конца не решило. Вы говорили 500 тысяч? Да, 500 тысяч точно. То есть это обязательно, еще может и больше даже теперь. Ну, в общем, эти деньги нужно где-то находить. И что меня очень удивляет, что аппарат довольно недолговечен. То есть он живет 2 года железно, а потом у него начинаются какие-то... Ну, это именно этой фирмы. Есть другая фирма. Ну, в общем, там очень сложно. И я даже не вижу пока. Просто люди реально плачут от того, что если брать кредит, то ты его будешь просто не успевать выплачивать, как уже нужен будет другой. Поэтому да. Но благодаря медикам, благодаря вот этой возможности, мы все равно каждый день делаем прыжок через огромную пропасть. И поэтому мне очень бы хотелось, чтобы у нас вот учителя, работники образования, Министерство образования поняли, что фактически вот этим детям у нас нет никакой помощи совершенно. Вот это образование, так называемое инклюзивное, оно идет стихийно. Стихийно настолько, что, в общем, это инициатива родителей, они берут на себя тяжесть, страх и риск идти в класс, как его, знаете, в прорубь нырять. Очень страшно бывает, потому что мы же все знаем, что дети могут быть не всегда... Хотя с детьми как раз-таки мне вот сейчас проще. Образование вообще нужно для того, чтобы ребенку помочь в будущем
найти себе более, помочь ему жить вообще в будущем. А не для того, чтобы его сломать, наклеить ярлыки. Кстати, вот видела одного бизнесмена, который, будучи сейчас уже очень успешным, все равно остается, вот его почему-то не любят и плохо о нем говорят, он всегда стоит где-то втихушу, но никто же не знает, откуда идут корни этого. Корни этого лежат еще в школе, там, где учительница начальных классов приклеила ему ярлык двоечника. Это кто? Я, наверное, не могу сказать его имя, потому Ну, что... многие бизнесмены строчников. А вот он какой-то особенный. Бывают троечники и двоечники очень хорошо и позитивно настроенные, и, в общем-то, у них авторитет в классе, а этот, видимо, был человек другого плана. И он говорит, все, что бы я ни делал, я не мог добиться, чтобы мне поставили выше четверки. То есть вот эта вот советская система выставления оценок и ярлыков, она, конечно, очень губительна. И надо понимать, что к детям-инвалидам, я не люблю это слово, кстати, правильно его заменили, с ограниченными возможностями, что к ним все-таки нужен какой-то иной подход, но государство вот этих вещей совершенно тоже не знает, что делать. Вот сама система интернатов, она тоже достаточно порочна, но ее нельзя закрывать. Это о том, что насколько вообще педагоги, начиная с детского сада, влияют на то, какими мы вырастем, и как мы потом будем, и какими комплексами мы будем или не будем обладать. И вот с такими примерно речами, когда нам не удавалось попасть... Да, конечно. Стаканчик или бутылочка? Бутылка. Почему не остановилась? Педагоги. Ну да. Вот с этими самыми речами я однажды оказалась у заведующей детским садом. Я туда несколько лет ходила и просилась взять меня нянечкой. То есть я хотела, чтобы мой ребенок ходил в обычный общий детский сад. А вы знаете, какая ситуация с детскими садами, а нам и вообще как будто бы... Но потом все-таки стало понятно, что какой-то сад нам должны все равно предложить. И нам предложили идти в речевой сад. Пообещали там место, поздравили, а когда мы пришли, нам сказали, гуляйте. Места нет. Мама. Взяли в садик? Первый раз меня нянечкой не взяли, отказали, сказали, что нет. Довольно грубо. Потом, вот когда я получила уже место в обычный детский сад, то есть после того, как меня не взяли в речевой, мне вдруг дали в обычный детский сад. И я ходила туда периодически писать заявление о том, что о сохранении места, потому что я не сразу решилась отправить ее, то есть в прорубь прыгнуть и отправить ее не говорящую в говорящую группу со сверстниками. И однажды вот придя, я толкнула речь про то, как личность педагога отражается на нас потом. И сердце дрогнула у заведующей, она взяла меня воспитательницей в детский сад. Мне дали группу трехлеток, и в одно прекрасное утро я оказалась с трехлетками, 34 человека, которые вращались вокруг меня с дикой скоростью. И в самый же первый день один мальчик подбил другому глаз, и я поняла, что слово «уголовная ответственность», которое постоянно вот фигурирует вот вообще вот все время, вот когда предупреждали, они говорят «уголовная ответственность», мне очень не нравилось. Я чуть-чуть похожу там, Да, везде. цветы посмотри. Я везде похожу. Хорошо. Конечно же, я пошла в детский сад для того, чтобы мой ребенок как-то более плавно вошел. Но на самом деле я не пошла в ту же группу, это запрещено, я пошла в соседнюю. Но таким образом я могла хотя бы иногда наблюдать там, заходить. Но мне на самом деле было некогда. Мозги мои были заняты этими моими другими подопечными. И что самое интересное, я стала их любить. То есть я стала ощущать, что я их люблю. Что мне как-то вот они лежат,
на сончасе, у них толстые щеки, они спят, они смешные, их жалко. И вообще дети это вообще самые незащищенные существа. Иногда все, что не делается, все к лучшему. И там, где есть что-то плохое, всегда сокрыто что-то хорошее. Это очень трудно понять, когда ты в этом находишься, погружен. И в этот момент, пожалуй, тебе кажется, что ничто не может тебя утешить. Но я в тот момент смотрела сказки. Знаете, какие? Вот Толкиена, там, где меня очень вдохновляла сцена, где маленький Гэндальф стоит напротив огромного монстра, забыла, как его называли, чудовище древнего мира. Он кричит ему: ты не пройдешь. То есть всем нам страшно, у всех у нас бывают сложности, но найти в себе мужество, крикнуть: ты не пройдешь. Это очень важно. В принципе, к вопросу об инвалидах, кто они такие? Это такие же люди, такие же, они ничем не отличаются. То есть от того, что он стал инвалидом, он не меняется, но у некоторых, ну, в смысле не меняется. Вот как раз-таки тот самый случай, когда ты можешь узнать, какой ты есть человек на самом деле. У меня есть на памяти прекрасная семья, в другом городе живущая. Мама работала финансовым директором. Папа тоже был очень такой начальник в Toyota-центре. И у них все было прекрасно, и они жили такой благополучно буржуазной жизнью. Но однажды случилось несчастье, которое сейчас вот эта мама расценивает не как несчастье. Она говорит, что этот ребенок пришел ее учить, что он ее учитель. У них родился ребенок, и у него ДЦП. Но то, как они выходят из этой ситуации, это очень сложно, потому что это действительно очень сложно. Семья оказывается без поддержки, без психологической помощи, хотя в каждом вот этом документе индивидуальный план реабилитации прописана психологическая помощь, но на деле ее никто не оказывает, ее негде взять. И вот я вижу, какой внутренний рост происходит с этой семьей, и именно с этой мамой. То есть, видимо, в ней был такой потенциал заложен, который спал и совершенно бы не проснулся, не случись вот этой экстремальной ситуации. Ну, конечно, такого врагу не пожелаешь. Но иногда мне кажется, что мы все приходим сюда учиться, и вот наше вот это вот мировоззрение бурятское, вот наше буддийское мировоззрение, как раз-таки помогает. Но, что я хочу сказать, в буддийском мировоззрении много плюсов, и учение настолько высоко, но когда вот люди начинают мучиться и бегать со своими проблемами под ацаном, им говорят, допустим, у вас там карма такая, или за что-то. Вопрос «за что» вообще возникает всегда в таких ситуациях. Но меня очень не потрясло, мне просто это очень помогло. У меня была соседка, она стала на моих глазах знаменитым фотохудожником. Муж у нее пастор, то есть это не православный священник христианский, протестантский. И она меня просто спросила: а почему, за что, для чего? И вы знаете, это очень позитивно, это очень нужно, потому что в таких ситуациях вопрос «для чего» он помогает людям жить. Какие-то есть благотворители в республике? Ну, давайте про благотворителей скажем. Про благотворительность в республике я могу сказать только такие вещи. Как человеку, работавшему в редакции, мне известно, что очень многие люди из числа известных ищут себе повод для пиара.
То есть, оказав какую-то малейшую помощь кому-то, они очень сильно и много стараются об этом всюду раструбить. Но когда непосредственно дело касается реальной помощи, и вот люди ищут помощи, то часто именно вот там никто не помогает. То есть вот сейчас у меня есть ощущение, что если мне искать что-то, да, для того, чтобы новый аппарат этот купить, то я даже не знаю, к кому мне обратиться, реально не знаю, совсем. Потому что моя вот волею судьбы подруга, которая тоже, мы подружились именно потому, что они нашли меня, хотели знать что-то об этой операции сначала, потом они стали так же, как мы, жить. И вот они искали деньги на операцию, обходя всех вокруг, обходя вот всех наших предпринимателей. О ком-то она говорит с большим уважением, но это все равно копейки. То есть, ну, там максимум 5-10 тысяч. А вот так, чтобы грандиозно, но ее больше всего поразили наши люди. То, насколько вот, увидев по телевизору вот этот ее призыв помочь, к ней стали подъезжать молодые девушки, старые бабушки, которые привозили сколько могли, по 500 рублей. Тогда, кстати, это были деньги достаточно большие, потому что это было уже лет 6 назад. Поэтому, то есть никто не смотрел, какой национальности ребенок. Приезжали русские, буряты, помогали. Я думаю, это те люди, которые сами знают, что такое фунт лиха. Даже точно знают. Что еще? Как выйти из этой ситуации? Вот этот вот вопрос, он действительно для меня довольно... Я даже думала, о чем я только не думала. И сейчас, в общем-то, у нас произошла какая-то поломка. И ремонт стоит, практически говорят, ну, немногим меньше, чем купить новый аппарат. Поэтому сейчас я вообще не знаю, что мне делать. Вот тут у меня нет никакого ответа. Потому что когда он есть этот, когда все работает, жизнь, она идет. Мы ходим в школу, вокруг все. У нас есть друзья, мы разговариваем. Когда это прекращается, то прекращается все. Уже были такие ситуации? Еще как. То есть я об этом не говорю, видите, в нескольких, мне кажется, я и так долго говорю, но была такая ситуация неисполнения закона. То есть, когда у нас сломался в 2000 каком-то году аппарат, мы очень долго добивались, ездили в Москву, переделывали там, брали заключение о том, что он сломан. И нам все-таки написали, вписали в ИПР прямо в Москве, что необходимо заменить первому ребенку вот этому вот. Я почистила свои босоножки. Чудесно. Ты моя, ты чем почистила? Вот там было бесплатно. Ой-ой-ой. Там такая щетка, она электронная. Но она чистит туфли, а у тебя все-таки босоножки, тебе и ноги заодно там почистили. же она очищает туфли и босоножки. И носки. И носки, и ноги, и все сразу. В условиях Щекотно отсутствия было. горячей воды. Ну да, ну сами пойдите, посмотрите, бесплатно же. Ага, я щекотки боюсь. Да? Там не щекотно. Нет? Вот щекот, больно там, когда вот это черное для туфли, которые школьные туфли. Ну Вот. да, для закрытых кожаных туфелей. А еще там есть босоножки. Да? Да. Они сами не грязные? А? Щеточки не грязные? Мне кажется, щеточки нет, очень не- грязные. Давай ты не будешь уже чистить. Ведь нет. Они без крема? Да. Надо попробовать. Ну да. Может, осенью? Мне что-то очень понравилось. Попробуем. Ты можешь есть и пить. Покушай, пожалуйста. Вот я все время мечтала, чтобы она не давала мне покоя, чтобы она все время что-то говорила. Хорошо. И
я говорила это так, что я писала это и говорила в совершенном времени, то есть как будто это уже есть. Вот мы идем с тобой, и ты мне не даешь говорить, а разговариваешь и говоришь без передыху, и я начинаю тебя ругать. И говорит, ну помолчи уже, ну помолчи. В тот момент не было никаких оснований для этого. Так что спасибо. Спасибо. Да. Молодцы какие. Молодец. Если бы вы знали, какая у нас великая история была и в Москве, и все. Сколько... Артистка. То есть сейчас, когда ей, допустим, приходится там мириться с каким-то ярлычком в школе или с тем, что, допустим, нет, она любит школу, слава учителям, хотел сказать Богу, ну, в общем, но мы знаем одну вещь. Нам не положено почему-то вот быть в центре, там, на каких-то выступлениях. И я однажды смотрела на одном утреннике, я думала, Какой-то у них внутренний кастинг. ну вот очень интересно и, кстати, имеет значение, кто... Могу я это сказать или не могу? От учительницы, конечно, зависит. Тут еще зависит... Ну вот когда я танцевала в этом коллективе, там еще был один момент. Там был какой-то вот момент знакомства. Был. И вот он почему-то сохраняется. И я заметила, что я никогда не хожу к учительнице, не говорю, почему у нас там такая оценка. А есть родители, которые приходят и довольно гневно, в требовательном тоне, и им сразу меняют, что Таких меня боятся. удивляет. Да, мы учимся... Я выпила всю колу. Молодец. Хотя это Спасибо. вредно. Но у нас была замечательная... Я не хочу никого ругать. ладно. Кто кушать хочет? Есть такой момент, как ни крути, что нужно всем детям давать равную возможность побыть не только там снежинкой пятой, но и принцессой. Да, и я хотела бы сказать, что вот вообще во всех детях есть талант, обязательно есть что-то. И вот это вот деление, да, С удовольствием. что вот среди детей с ограниченными возможностями очень много способных, талантливых людей, но им почему-то изначально отказано в том, чтобы, грубо говоря, где-то зазвездить. То есть вот не хочу использовать это слово, зря я его использовала, надо его вырезать. Звездить? Ну вот смотрите, Ну, пожалуйста. Кто-нибудь считается, будет видимо, кушать? что Она же такая-то артистичная, мне кажется, динамичная, бойкая. вот это Разве зря. этого не Ну, что ты видно? творишь? Ты меня проведешь. Арина, тебя просто просят дать мне возможность договорить, ладно? Арина, не позорься, иди быстрее. А цветы ты не смотрела, я точно знаю. Посмотри цветы и, главное, цены какие по 5 тысяч. Боже, я видела их в Титане. Нет, там другие букетики. В Титане Пиплсе я видела. Можешь выйти на улицу, постоять там и Может, зайти лучше не обратно. надо? Нет. Ну, чуть-чуть еще прожирим, да. Мне охота пойти в Титан. Пиплс парк. Дети свои. Поколение шопоголиков. Общество потребления. Так, нет, я что-то хотела Про сказать Жанну, конкретное. да. Да, про наших людей, которыми... Вот, кстати, вот моему ребенку и нам подобным запрещено ходить через вот эти магнитные устройства против воров. точно. Это целая проблема, потому что Каждый нигде, раз ни в одном приходится объяснять. магазине нету входа. Как говорят в защите прав потребителей, на самом деле они обязаны установить такие входы для людей, у которых есть
всякие кардиостимуляторы и прочие вещи, потому что все это выводит из строя. Ну да. Вот эти, Опасно. да, вживленные, да, это очень важно, чтобы... Но, ну, подумаешь, ему надо защищать свой товар, ну, надо как-то установить и другой вход. Я когда говорила об этом, я поражалась, что Эржена Будаева, они смогли сделать так, что наш город Улан-Удэ считается одним из самых удобных для колясочников. То есть они смогли прошибить такую стену непонимания. И я помню, что когда кто-то берег Эржену Хашиктоевну от пиара, то есть почему-то на нее бросались и в комментариях на сайте, что она там излишне пиарится. Это же понятно, что если человек не пиарится, если его не знают в лицо, как она сама сказала, я долго нигде не светилась, и придя однажды куда-то там в правительство, ее просто никто не узнавал. То есть для того, чтобы добиваться этих целей, действительно нужно постоянно вот где-то что-то и как-то, да. Вот ее характер был таков, что она не видела совершенно никакой проблемы в том, чтобы добиться вот этих вот безбарьерных проходов и для таких людей тоже. Надо быть Эрженой Хашиктоевной, чтобы не видеть никаких препятствий. То есть, когда ее не стало, узнав об этом, я в тот день заплакала, очень сильно плакала, хотя мы с ней общались, ну так, просто по работе я брала у нее интервью и, пожалуй, ну вот просто иногда. Но это была такая потеря, потому что она все время собиралась прийти к нам в школу, чтобы провести урок доброты. Я поняла, что больше никто не придет, и замены ей нет, хотя с ней работало очень много. Галина Горбатых, там есть люди, которые много посвящают тому, чтобы людям с инвалидностью жилось нормально. Теперь, когда я вижу, что да, вот то, что вот сейчас открылся даже этот People's Park, я вижу, что эти люди получили возможность ходить в магазин. Это предприниматель Рогов. Да, это его. Вот когда он строил, у них даже были какие-то прения, но все-таки он учел их, и он сделал так, что теперь вот эти люди из дома, где живут инвалиды и колясочники, ходят в магазин как обычные нормальные люди. Потому что, ну, не то, что нормальные, они и есть нормальные, просто. Раньше я всегда наблюдала, как ходят в зарю. Только на первом этаже, где продаются продукты, продается одна кофта, и девушка ее вынуждена покупать, потому что ей нужно что-то купить. Ну, в общем, я удаляюсь от этой темы. Хорошо, что сейчас Улан-Удэ все-таки город, где безбарьерная среда все-таки как-то развивается, существует. Я надеюсь, что с уходом Эржены Хашиктоевны ничто не станет хуже. Я надеюсь, что будет развиваться инклюзивное образование, потому что я уже начала говорить об этом и замолчала. Сбилась с темы, что интернатное образование, оно не есть хорошо. Те, кто отсылают детей в интернаты, они должны спросить себя, а вы бы сами хотели растить своего ребенка в интернате? Причем изначально этим детям, ну, негласно считается, что они будут потом плотниками или портнихами. А вы знаете, а может быть, он очень одаренный математик, понимаете? Вы можете его потерять. И это очень, очень жаль. Потом, когда я общаюсь с кем-то вот официально, там выясняется, что у нас все прекрасно, постоянно какие-то там обучение, еще что-то. Но на деле вот девушка по имени Нита, которая занимается с детьми глухими театром, она сама слышащая из семьи глухих.
Она сказала, что ей было очень больно смотреть, когда девочка вернее, плача, то есть ее не понимала воспитательница, потому что воспитатели не владеют языком глухих. И там была такая сцена, воспитательница ругала эту девочку, а девочка ей просто объясняла, что она не может одевать колготки там, где мальчики. Не было понимания. То есть я вообще удивляюсь, как они объясняют синус и косинус, если есть такие вещи. То есть этим детям нельзя изначально отказывать в праве на... Да, это очень трудно. Для кого-то, бывают такие дикие случаи, кто до 7 лет в деревнях сидит, и люди не знают, что у него глухота, тогда, конечно, это выход. Все-таки выход сидеть в интернате, и все равно там тебя чему-то научат. Но есть те, кто может больше, кто хочет больше и не может этого найти. Реабилитация для таких детей, как моя Арина, как вот те, кто последовал за ней, здесь у нас вообще очень затруднена. И лучший педагог, который с нами занимался, вообще лишен всяких званий, у него ничего нет, и условия таковы, что ей приходится сейчас думать вообще об отъезде. Мне очень жаль, что из Бурятии уезжает так много людей. По статистике, несколько лет назад уехал каждый 12-й, но мне кажется, что все намного хуже. Даже мои подруги, которые вот учились со мной, центровая подруга в школе и такая же подруга в институте, их уже давно нет в Бурятии. Одна в Москве, другая в Краснодаре. И, в принципе, конечно, можно осуждать людей, которые ищут лучшие доли где-то. Но на самом деле я никогда не стану этого делать. Мне даже было интересно в беседе с калифорнийской буддийской монахиней Кармой Лекше Цома. Я задала вопрос, вот если все так обусловлено кармой, то имеет ли смысл искать лучшую долю где-то, уезжая из родных мест? И она сказала, вы знаете, пускай едут, пускай ищут. Так что не хотелось бы никого благословлять, но на отъезд, но если здесь условия будут таковы, что верхушка будет хорошо устраиваться, то им просто не останется той самой биомассы, которая будет способна покупать, которая способна будет приносить им доход. Хорошо, тогда не двигайся. А ты кем хочешь быть? Мастером. О боже. Ну вообще хорошая профессия. Но мне знаешь, что нравится больше всего? Мне нравится красить людей. Да? Красить. А я в детстве хотела быть врачом. Еще чуть-чуть. Так, все. Ну. Красота. Красота, ладно. Все. На сегодня хватит. Да, на сегодня, пожалуй, хватит. Ресницы специально, чтобы ты красивая была. По телевизору для тебя. В Бурятии можно жить хорошо. Главное, чтобы нами по-честному управляли. Можно жить очень хорошо. Я это говорю, вспоминая свою работу в одном министерстве. То есть я там очень наглядно поняла, что работать можно. Главное, чтобы давайте не будем об этом. Хорошо. Чиновники эти, ну их достали.